14 июля 1977 года. В этот горестный летний день провожали в последний путь Бабаджана Гафурова. Смерть забрала в тот год сразу 3 лучших сынов моей земли, составлявших ее гордость, ее силу. И Гафуров был первым в этом печальном ряду. Академик Гафуров. Штрихи к портрету. Время безжалостно стирает черты личности Гафурова. Каким он был, этот человек? С чего начать наш поиск? Разумеется, с того места, где прошли его детство и ранняя юность, старинного города Исфисор, вот уже более 12 лет носящего имя Гафурова. В отличие от наших предков, мы разучились хранить память о прошлом, даже совсем недавнем. Не найти уже и дома, где жила многочисленная семья Гафуровых. Мои собеседники — друзья детства Бабаджана. Они-то и рассказали мне о том, как он рос, как формировался его характер. Здесь он и закончил школу-интернат. В 1932 году Гафуров приезжает в Душанбе. Отныне его жизнь будет всегда, так или иначе, связана с этим городом. Со всей энергией молодости он окунается в журналистику. Статьи, выходившие из-под пера молодого журналиста в республиканских и районных газетах, обратили на себя внимание, и вскоре их автор становится заместителем редактора, а после 5 лет учебы во Всесоюзном коммунистическом институте журналистики в Москве и редактором газеты «Кизил Таджикистан». В 1936 году Гафуров назначается инструктором Центрального комитета Компартии Таджикистана. Новая область деятельности как нельзя лучше соответствовала активной, кипучей натуре Гафурова. И его партийная карьера складывалась на редкость удачно, неуклонно выдвигая его в число первых лиц республики. Особенно большой удар внимания вообще развития хлопководства. Сам непосредственно вообще занимался этим вопросом. Но я должен был сказать, что он гордился, что... Вспоминает Назаршодат Худоев. Занимала 2-е место по валу и прочее 1-е место по урожайности. Это в те времена удалось. И он всегда там гордился. Наконец, в 1946 году, через 10 лет после начала работы в республиканском партийном аппарате, Бабаджан Гафуров достигает высшего партийного поста в республике. Назначается первым секретарем ЦК Компартии Таджикистана. Каждый понимает, насколько загружен работой первый секретарь ЦК. Это необычайно академик Литвинский. Напряженная работа, а он, тем не менее, продолжал интересоваться еще и потому, что он был историк. Жизнь крепко связала воедино Садриддина Айни и Бабаджана Гафурова. Усилия Гафурова приносили первые плоды. Поразительный ученый-реставратор Герасимов впервые представил нам живой облик великого Рудаки. Но именно на это время приходится и резкий конфликт Гафурова с Лахути, вынужденным отныне навсегда покинуть республику. Каждый человек несет в себе черты своего времени. В эпоху, когда злой гений отца народов был всенародно объявлен недосягаемым образцом человеческой мысли, мог ли Гафуров не поддаться разлагающему воздействию догматизма сталинщины? В 1941 году Гафуров защищает кандидатскую диссертацию, которая вскоре вышла отдельной книгой под названием «Об исмаилизме». Нравственную оценку этого сочинения еще предстоит вынести в будущем. Что взяло в нем верх? Раскаяние политика, интерес ученого
Или просто любопытство живого человека, когда он под конец своей жизни фактически совершил хадж в Мекку, воспользовавшись официальным приглашением короля Фейсала? Я думаю, что любой Востоковед человек, Саид Камилов. оказавшись на нашем месте, мечтал бы побывать в Мекке. И, конечно, было большим нашим везением, что Его Величество король предложил нам совершить хадж иль умра. Если бы он этого не сделал, возможно, пришлось бы его просить об этом нам самим. Но в таком случае... Было желание, значит? Было, и очень большое желание было. Но в таком случае, я думаю, в те времена Бабаджан Гафуровичу очень много пришлось бы объяснять, почему он выразил пожелание совершить хадж. А так предложил король. Для тех времен можно было объяснить, что невежливо отказываться от предложений короля, каким бы они ни были. Подлинная страсть к науке неумолимо толкала его к поиску и сбору научных сил в республике. Именно она, эта страсть, побуждала его опекать и лелеять истоков Республиканской академии наук, и образованию которой столько сил отдал сам Гафуров, ставший одним из первых ее академиков. Возглавил академию Садриддин Айни. Он при жизни был осыпан всевозможными наградами. Он был обласкан высшим партийным и государственным руководством страны. Коммунист-ортодокс, он бестрепетной рукой претворял в обвенной ему республике предначертания сначала великого Сталина, а потом Хрущева. Но в 1953 году он совершает поступок, совершенно не вписывающийся в кодекс партийного этикета того времени и приоткрывающий нам личность Гафурова с новой, неожиданной стороны. Он обращается к высшему партийному руководству страны с просьбой освободить его от обязанности первого секретаря ЦК партии республики. Причина – желание посвятить все силы только научной деятельности. Просьба эта осталась неудовлетворенной. 1954 год. Для празднования 25-летнего юбилея республики прибывают гости со всех концов мира. Уже тогда международный авторитет Гафурова был достаточно высок. Скрытый причин освобождения Гафурова, очевидно, послужил его вообще, это самая твердая позиция, его принципиальности и возражение выполнения неразумных указаний Хрущева, что, очевидно, послужил его, это освободили с этой работы. Доклад Гафурова на 20-м съезде КПСС стал его последним выступлением в качестве руководителя коммунистов Таджикистана. «1956 год.
Гафуров возглавил Институт востоковедения Академии наук СССР. Говорит профессор Комиссаров. Институт наш был очень небольшим. Научных кадров было, наверное, вдвое меньше, чем мы имеем теперь. Целый ряд стран Востока не был охвачен научными исследованиями. Приход Гафурова дал значительный толчок всей деятельности института. Бабаджан Гафурович, по сути, директор института, осуществлял линию на укрепление востоковедения. Профессор Петросян. Гуманитарных наук. Востоковедение ведь это комплекс, который охватывает историю, филологию, литературоведение как отдельную отрасль науки, лингвистику, восточное языкознание так называемое и так далее. Со всей энергией, отпущенной природой Гафурову, отдается он новой работе. Уже через год после назначения по его инициативе проводится первая в истории страны конференция востоковедов. Расширяется сотрудничество института с крупнейшими научными центрами мира. Член-корреспондент Академии наук Таджикистана Акбар Турсунов. Гафуров явился инициатором осуществленного по линии ЮНЕСКО проекта «Взаимное признание ценности культур Востока и Запада». فرهنگی تاثیر متفاوتی شرق و غرب از نظر فرهنگی بار اول پیشنهاد شد. Важным культурно-политическим событием в стране стало празднование столетия со дня рождения великого индийского мыслителя Махатмы Ганди, которое также проводилось по инициативе Бабаджана Гафурова. این را به من شخص معتبر گفته بود و من باوری دارم برای اینکه میدانم که شخص خیلی Гафуров был очень мягким и человечным. Многим он помогал всем, чем мог. هر چی توانست و اشخاص مختلف کار کرده کمک کرده بود. Брат Гафурова Алим. Это свойство дается человеку от Бога, и присуще оно не всякому. Первый мой учитель, первый директор нашего Ленинградского центра, академик Иосиф Авгарович Арбели. Иосиф Авгарович очень его ценил и очень уважал. В молодые мои годы, будучи сначала референтом, потом заместителем Иосифа Авгаровича здесь в институте, я ездил в Москву с ним много раз и неоднократно был участником, точнее не участником, а свидетелем бесед и общения Гафурова с Арбели. А нравственный облик Иосифа Авгаровича Арбели, он очень широко известен в нашей стране. И если Арбели ценил и уважал Гафурова, наверное, это тоже о чем-то говорит. Исторические корни народа, из которого вышел и он сам, не переставали быть предметом самого пристального внимания академика Гафурова. Сколько раз он приезжал сюда, в Таджикистан, чтобы окунуться в атмосферу прошлого, побродить по местам древнейших городищ. Может быть, именно здесь и зародилась мысль написания труда всей его жизни, исторического исследования таджики, ставшего настольной книгой в каждой семье моего народа. Величие и блеск культуры моих предков, увы, не перешли в настоящее. Живая связь времен утрачена. Нить, соединяющая вчера и сегодня, прервалась. Навсегда ли? Была колоссальная работоспособность. Говорит дочь Гафурова, Нинель. Он болел опасной болезнью, и он боялся, что он что-то может не успеть, что времени осталось мало, а сделать ему нужно очень многое. И работал он буквально, даже можно сказать, и день, и ночь.
Поездки, поездки. Сколько их было в те годы? О своей страшной болезни Гафуров знал давно. Но ни один человек, даже из числа самых близких, не догадывался о неумолимо приближающемся конце этого сильного человека. Ожидали. И вдруг за сутки он сгорал буквально. Вот сегодня вечером ему настали последние часы жизни, а утром приехал Расулов. Я спросила: Бабажан, ты знаешь Джабар Расуловича? Он сказал: да. Вдова Гафурова, Капитолина Александровна. Да. Подай ему ручку. И он подал ему руку и сказал: добро пожаловать. Я не понимала, почему это. Больше они не разговаривали. Не продолжали разговор. И Джабар Расулович похлопал по плечу, погладил и сказал: такова жизнь, такова жизнь. Предчувствуя близкий конец, Гафуров приезжает в Душанбе. Верным своей земле он оказался и в этом. Вознесенная на недосягаемый пьедестал, его фигура все эти годы представала перед людьми моего поколения монументальной, лишенной индивидуальных черт его незаурядной личности. Путь его был сложен и противоречив. Познал он хвалу и хулу, удовлетворение от совершенного и горечь неудавшегося. Заслуги его перед народом неоспоримы. Неутомимый собиратель научных сил, талантливый организатор науки, таким он остался в памяти народа моей земли. Автор сценария Шариф Хамдамов. Режиссер Восе Мусо. Оператор Илья Насимов. Звукооператор Рустам Ахадов. Ассистент Заранди. Оператор комбинированных съемок Юрий Савин. Редактор Владимир Базюкин. Консультант доктор философских наук Акбар Турсунов. Директор Фаина Сафина. В фильме использованы материалы Центрального архива Таджикской ССР, города Москвы и Института востоковедения Академии наук СССР. Съемочная группа благодарит семью Гафуровых за предоставленные материалы из семейного архива.